только приятные эмоции и впечатления, за которыми можно отправляться уже сейчас. Новогодняя экспозиция открыла свои двери для всех желающих с самого утра. Поделки, сделанные стараниями школьников 4-й Кажевской школы, воспитанников детского реабилитационного центра, а еще ребят со всех регионов страны в рамках проекта Международной картинной галереи. Вот такая вот избушка в зиме, в которой, по их представлению, живет сама тетушка Зима. Вот там вот в конце вы видите тоже еще рисунки, которые посвящены предстоящему Новому году. Не отказывать себе в удовольствии насладиться предстоящим праздником, а еще посмотреть на творения своих сверстников и тех, кто намного младше, решил и Магомедбеков. Он наведывается в музей регулярно, а вот на праздничную выставку пришел впервые и не прогадал, признается юноша. Эта выставка поистине радует мою душу, так как она поистине международная. Она показывает, как связаны между собой народы Российской Федерации. То есть мы, ингуши, мы видим, как из других частей России дети рисуют разные рисунки, делают подделки, и мы можем увидеть, чего они хотят, о чем они мечтают на Новый год, кем они хотят стать, когда вырастут, или чего они хотят прямо сейчас. Мы видим, что многие дети хотят в космос, то есть они мечтают о космосе, когда вырастут, как и любой ребенок. Ну какой же праздник без елки? Их в музее целых две. Современная, знакомая каждому ребенку, а еще СССРовская, привычная больше нашим родителям. Среди экспонатов советская елка 1970 года, а еще стеклянные шарики, шишки, раритетные открытки и даже детская железная дорога тех времен. Видно, что игрушки очень необычные, стеклянные, то есть раньше их делали по-другому, и видно душа человека в этих игрушках, можно так сказать. И также были открытки, они очень красивые, и эти открытки далеко до моего рождения созданы, и их отправляли, когда хотели поздравить кого-то с Новым годом. И это намного лучше, чем то, что происходит сейчас. Экспозиция – хорошая возможность не только узнать, какой он Новый год сейчас, но и каким он был несколько десятков лет назад для советских ребят. Прикоснуться к истории через традицию его празднования. Выставка носит не только развлекательный, но и образовательный характер. Рассказываем, как праздновался Новый год до революции, то есть в царское время, кто привез первую елку, кто поставил первую елку в России, о том, какие праздники бывали во время Советского Союза, как изменялось празднование. В общем, переживать, как провести зимние каникулы, жителям республики не придется. К слову, одной только новогодней выставкой музей не ограничился. Любители истории смогут насладиться и постоянными экспозициями, которые, правда, предстанут уже в несколько измененном виде. Выставочные залы пополнятся новыми экспонатами, посвященными 250-летию единения Ингушетии с Россией, а также 75-й годовщине Великой Победы. Насладиться экспозициями все желающие смогут с 1 по 8 января с 10 и до 15 часов на протяжении всех выходных. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.